Сегодня у нас знаменательное событие – презентация Союза славянских общин Республики Саха-Якутия. Община прошла государственную регистрацию. Это союз юридических лиц для защиты, отстаивания и сохранения национальных прав славянских народов, проживающих на территории Республики Саха-Якутия. Это не только русская, украинская, белорусская община, но и два казачьих общества, национально-культурное объединение «Раздолье», союз поляков «Полония», который называется и проводит активную работу в республике по сохранению исторической и культурной памяти польских граждан, проживавших на территории республики. Надеюсь, у нас будет очень крепкий союз, потому что действительно созрела идея объединения этих разных, по сути дела, общин. Кто-то больше занимается культурой, кто-то этнографией, кто-то народным творчеством. Мы хотим поднять на новый уровень, придать новый статус деятельности национально-культурных общин славянских народов. Потому что славянский мир, он намного более шире и многообразнее, чем его пытаются представить. У Союза большое будущее, и мы надеемся, что сегодняшняя презентация покажет национально-культурные традиции, обычаи, песни, пляски славянских народов. Мы все хотели бы, чтобы все общественные организации нашли общий язык, и в этом плане создание новой общественной организации «Союз славянских общин Республики Саха-Якутия» является одним из значимых шагов в этом направлении. И тем более, что в этот год мы еще отмечаем 25 лет Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. Совсем недавно, на днях, состоялся Совет по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Он объявил 22 год годом искусства и культурного наследия народов Республики Саха-Якутия. И, конечно же, это год столетия нашей республики, и мы должны очень хорошо подготовиться к этому году, достойно представить республику на российском и международном практическом уровне единым фронтом. Очень хорошо получается, что Союз славянских общин представит славянскую культуру народов, населяющих нашу республику. Есть у нас ассоциация коренных малочисленных народов, объединяющая тоже 5 народов малочисленных. Кстати, 30-летие ассоциации отмечать будем на следующей неделе. То есть все складывается очень хорошо, пазлы складываются. Теперь я абсолютно уверен, что мы очень хорошо и достойно встретим и столетие, и объявленный год искусств и культурного наследия народов России. Наше министерство с прошлого года получило полномочия по координации государственной национальной политики в нашей республике в целом. Соответственно, мы практически в ежедневном режиме работаем со всеми национально-культурными объединениями, сверяем общие планы, проводим совместные мероприятия. То есть это все в сфере нашей деятельности. И, конечно же, создание таких ассоциаций поможет нам в дальнейшей работе, абсолютно в этом уверен. Было бы сложнее, если бы каждой общиной мы бы по отдельности договаривались и так далее. Но союз, такие союзы, ассоциации коммунасли или союз славянских общин, они будут консолидировать мнение огромного пласта населения. И это, конечно же, нам поможет быстро находить общие решения и на благо нашей республики.